Сабанс хайырлы сайгы сережлер. Доброе утро, уважаемые телезрители. Гагаузский певец Никита Панаитов стал участником программы известного телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». И сегодня в студии ГРТ Никита Панаитов, гагаузский исполнитель. Доброе утро, Никита. Доброе утро. И мама, продюсер, критик и автор некоторых песен Никиты. Доброе Оксана утро. Панаитова. Доброе утро. Приветствую вас, как у вас настроение, как дела? Все отлично. Снова рады, что вы нас позвали, потому что уже как родной дом, мы сюда уже домой заходим. Поэтому мы очень рады, что мы опять здесь. Утро тоже. с вами всегда заряжает позитивом. Поэтому спасибо компании, что всегда нас приглашает и всегда замечает наши успехи. Невозможно не заметить, ведь вы только приехали, вы были у самого Андрея Малахова. Я думаю, что это мечта у многих артистов, особенно юных. Я думаю, что сегодня поделитесь. Я вообще хочу сказать телезрителям, что буквально недавно, месяц назад вы были у нас в студии, мы презентовали новую песню, и вы вне программы со мной поделились, что вы получили приглашение от самого Андрея Малахова в его программу. Тогда, я не знаю, мне кажется, еще и вам особо не верилось, и мне, честно говоря, только держали кулачки, чтобы все получилось. Я хочу, чтобы вы рассказали, как получили приглашение, как вас встретили и так далее. Пожалуйста. Мне в личные сообщения написал редактор этой программы, написал, что нам понравилось ваше творчество, и мы бы хотели вас пригласить. Можно ли с вами созвониться? Так как я веду деятельность некую другую, у меня есть очень много различных сообщений, и поток этих сообщений очень большой, и многие пытаются там завладеть какими-то данными, как-то не очень хорошо себя повести. Я не особо поверил. Я говорю, как бы вы могли подтвердить, что вы настоящий редактор? Мне скинули бейдж, что это настоящий работник. Я такой, мне все равно не верится. Ну ладно, хорошо, давайте Да, честно говоря, мне тоже, наверное, не поверилось бы. Давайте мы с вами созвонимся в Телеграме. Хорошо, созвонились. Надо было еще как-то, чтобы мамы дома нет, а мне написали, и там надо же вместе отвечать, официально поговорить. Я говорю, давайте мы с вами тогда созвонимся попозже, чтобы вместе с моим менеджером, получается, главным критиком, мы вместе могли с вами поговорить. По итогу мы перенесли разговор на следующий день, мы созвонились, поговорили. А что, мамы не было? Да, мама уехала, она училась здесь, в университете. Мама студентка. Да, мама. Хорошо, что сроки были достаточно, для того, чтобы попасть, а вдруг бы сроки были. Ну, Никита рассказывает случай, который случился в первый раз, это было еще 9 сентября. Тогда мне тоже в это абсолютно не верилось. И скажу так, что даже мы уже 2 недели как дома, и мне до сих пор не верится, что мы туда съездили и побывали. А на тот период, когда он сказал, мама, мне написали с программы Малахова, я вообще не приняла это всерьез, я подумала, это шутка. Никита очередной раз решил подыграть. Когда мы связались с ними, это было 9 сентября, нас попросили 13-го быть уже в Москве. Я сказала, что это очень быстро, и мы никак не можем... То есть сегодня уже. То есть вы первый раз, на первое приглашение вы даже не отреагировали. Отказались. Нет, мы отреагировали, да. Да, мы отреагировали, но мы сказали, мы вообще никак не успеваем, потому что там буквально 2-3 дня остается. Туда лететь только где-то день. Достаточно долго. Да, полдня лететь просто туда. В общем, мы отказали, нам написали, что ничего страшного, мы встретимся с вами в другой раз. Никита ходил, шутил, что «мама, ты мне жизнь испортила». То есть... Это было все в шуточной форме. Конечно, Блин, я мы такое знаю, это пропустили. точно. Да. Блин. Ну, как-то оно очень быстро забылось. Надежда еще теплилась, да? Нет, очень быстро забылось. Это было буквально неделя. Мы даже на это больше не рассчитывали. Не рассчитывали, не ждали, да. И вот когда через месяц Никита еще раз ко мне подошел, я уже как-то более серьезно к этому отнеслась. Да, на самом деле, когда мы еще и созвонились, мы как-то узнавали, что, когда, вообще что будет. То есть уже более подробную информацию, да. И стали готовиться. Да, все равно, даже когда мы созвонились, они хотели как-то поговорить, все равно не верилось, что вот так вот, что я туда приеду. Прям до последнего момента, до самолета не верилось, что мы туда полетим. Да. Когда со мной уже начали обсуждать, как мы будем ехать, я очень переживала, потому что это и дорога, и срок тоже нам дали не очень большой.
и вопросы были серьезные такие, вот, когда Никита начал этим заниматься, сколько у него песен, а это ваша ли бабушка в видео. Ну, к этому мы еще, это еще обсудим, но песня «Бабушка», да, понравилась, да, авторам программы, сценаристам и режиссерам, и дальше. На самом деле им понравилась эта песня, была довольно душевная. Эта песня была настоящая, этот клип был настоящий. Потому что он про самую настоящую бабушку, про твою бабушку, которая в тебе души не чает и которая день и ночь только думает, чтобы сделать, как бы шить новый костюм Никите, и Никиту удивить, и телезрителя, и зрителя обязательно удивить новым нарядом, да, Никиты. Подстать каждому номеру, да. Мне бы очень хотелось еще раз сказать, мы об этом говорили как-то на программе, когда песня только появилась, но сегодня еще раз бы хотелось сказать, что об истории песни, да? об истории песни, идеей песни послужил Валентин Арманджи, потому что он все время следит за Никитиным творчеством, как за своим преемником, да. И он все время говорил: Оксан, ваша бабушка просто золото. Вы должны обязательно написать про нее песню, потому что она такая красивая, она шьет вам такие костюмы. Никита все время одет с иголочки. Это все благодаря ее теплым рукам. И вот я прислушалась к его мнению. До сих пор Валентину огромное спасибо, потому что, я думаю, ему будет очень приятно вспомнить. Вроде бы такая мелочь, человек сказал, а другой сделал, но вот я привыкла помнить такие маленькие моменты. И по его совету я стала писать эту песню. Эта песня сложилась, ну, очень быстро. Я могу сказать, что максимум за 2 часа я ее написала, потому что, ну, про бабушку это было настолько легко. Мне показалось, что эти слова как будто вот сами по себе выходят, потому что вот каждое слово в этой песне — это про нее теплоту, про ее переживания, про ее слезы, про ее теплые руки, про руки, которые вкусно готовят. И эта бабушка, она настолько любит моих детей, что мне кажется... Своих внуков, конечно. Хочу заметить, что эта бабушка, это свекровь ваша. Да, это моя свекровь. То есть, знаете, многие телезрительницы и телезрители, наверное, подумали, ну, это мама, да? Мама, когда да. это мамина мама, да. Это может быть... Хотя вы вот сейчас развеяли этот миф, да. Конечно, когда в доме царит такая приятная атмосфера, обстановка, и вот есть любовь, добро, тогда нет никаких границ между свекровью и невесткой, и тем более и между внуками. Наоборот, да, песня удивительна, но написана именно для моей свекрови. У нас 2 бабушки, у Никиты, слава богу, есть 2 бабушки. Мы их обоих очень сильно любим. И бабушки очень разные по темпераменту, по характеру. Одна бабушка у нас строгая, у нее должен быть порядок. Одна такая теплая. Они друг друга дополняют, и у нас, в общем, происходит баланс дома. Так что все хорошо, Никита, дай Бог им здоровья. Требовательность и строгость уместна, как думаешь? Вот, ну а как без строгости и этого всего? От 2 бабушек есть требованность и есть какая-то строгость. Просто везде это все разное, и оно все вот и вправду дополняет. То есть, если бы 2 бабушки были по темпераменту одинаковые, но это было бы, наверное, не так. Баланса бы такого нет. Шили бы костюмы, тогда бы ты вообще... Да, и в одном месте бы работали, и вообще бы было все супер. Ну, отлично. Я хочу все-таки рассказать, чтобы вы рассказали об этой атмосфере, в которую окунулись, потому что, конечно, находиться в такой огромной студии одного из самых больших каналов, да, то есть расскажи, как все проходило, как проходили съемки. Тут-то ты уже привык. Хотя первоначально... Тут уже как дома. Первоначально ты тоже стеснялся, переживал, что вы меня спросите, что мне сказать, как шла подготовка вот к этой встрече? На самом деле подготовки какой-то прям сверхъестественной не было, чтобы готовиться как-то. То есть так как я уже, экспромт, так как я уже здесь был очень много раз, у меня как-то опыт нарабатывался. Мы старались.
но там этот опыт куда-то спрятался, вот за страх какой-то. Я смотрела, Никита, очень хорошо. Да, где-то внутреннее волнение, думаю, почувствовала мама, но ты держался, ты очень хорошо Это было отвечал, очень страшно. обаятельный, профессионально показал себя. Это было очень страшно. Там студия была такая, были люди, которые довольно знамениты, и ты их видишь еще и вживую. И вот, да, это было безумно страшно, но безумно интересно. Вот эти огни, красота, люди еще в зале сидят. Было, конечно, безумно интересно слушать различные истории, которые рассказывают люди за столом. Это было просто вау. Ну, очень твоя интересно. история тоже была замечательная. Мы ее знаем, но теперь ее знают и многие твои друзья, подписчики, и, ну, и аудитория расширилась. Я предлагаю вместе посмотреть сюжет. То есть мы сделали небольшие нарезки из этой программы, посмотрим, окунемся в эту атмосферу и дальше продолжим беседу. Давайте. Еще раз всем добрый воскресный ноябрьский вечер, друзья! Мы поздравляем всех мам с Днем Матери и поем и рассказываем о них сегодня в этой программе. И продолжает наш вечер наш юный гость из Молдовы Никита Панаитов, который исполнит песню «Бабушка». Встречаем его. Внука. И поздравим твою маму тоже с Днем Матери. Конечно, моя мама сегодня в студии. Хотелось бы ее представить. Оксана Панаитова. Спасибо за сына. И мы говорим спасибо за сына. На самом деле очень здорово, что вы туда попали. Мы все видели, что был еще подготовлен ролик. Видимо, съемочная группа приехала к вам в село, да? Да. Расскажите, пожалуйста, как этот ролик воспроизводился, как вы готовились и как он осуществился? Да? На самом деле к нам и вправду приехали телеведущие, которые снимали все это для программы, которая находилась в Москве и снималась. То, что мы снимали там, было очень хорошо похоже на наш сюжет, который мы в клипе снимали. Потому что в нашем клипе мы показали, можно сказать, ну вот эту всю теплоту, любовь. И они тоже, так сказать, мы хотели просто... Клип снимался довольно давно, да? Ну, год назад, да? Год назад, Где-то так. да. Довольно давно. Тут я уже подрос. И Клип снимался год назад, и режиссер этого клипа Ирина Братан, как всегда. Спасибо, Ирочка, тебе за такую теплую песню. Я еще раз не устаю всех благодарить. Федора Гайдаржи за слова, Ирину Братан за сценарий, Валентина за идею. Федора Гайдаржи за музыку, слова ваши. Да. Спасибо огромное Андрею Малахову. Первым вопросом, которым у меня был перед организатором, когда я ее увидела, я спросила: Елизавета, скажите, пожалуйста, как вы нашли моего ребенка? Ну вот, наверное, каждой маме интересно. Ну, конечно. Очень... Я до сих пор в это не верю. Мне кажется, что это просто произошло какое-то чудо. Возможно, да, что мы долго работали, и нам очень хотелось, чтобы все получилось. И вот, слава Богу, Он нас никогда не оставляет, и происходит. Организатор ответила, что просто увидели в Ютубе, просто хорошая песня и просто очень теплый сюжет. Меня не очень удовлетворило, я все равно много раз спрашивала, ну вот как, так не бывает. Ну, как каждая мама, вы, конечно, очень трепетна к своему сыну, но всегда рядом, и, конечно, за каждую минуточку вы благодарите его и Бога. Мы еще очень благодарны за организацию нашей поездки, потому что все было очень слаженно. Нам с первого же дня сказали, что за наших гостей мы отвечаем от того, как они уехали до дома, вот до полного ихнего возвращения назад. Нам была предоставлена и гостиница, и питание, проживание, дорога. Ребята молодцы, нам было очень приятно, даже какие-то мелкие неурядицы были оплачены.
нам надо было только принять участие в ихней программе. И встречали нас тепло. И с Андреем немножечко поговорили. Вот так вот довелось, да? Да, он нам сразу Да. посоветовал места, где можно погулять. Потому что в Москве, В Москве ты впервые, да? Я был в Москве впервые, мама вроде бы была не впервые, но было очень много лет Ну, Москва назад. впечатляет, красивейший Ну город, да. есть что посмотреть. Намного больше территорий, где можно погулять. На самом деле все тоже Бежгёз. пройти невозможно. Бежгёз, у него тоже свои Конечно, драгоценности, свои прелести, да. конечно. Вот. Но на самом деле то, как это все было, надо поблагодарить всю эту компанию, которая нас туда пригласила, все это организовывала, поддерживала, спрашивала, что как. Спасибо большое нашим людям, которые нам помогали. Федор Гайдаджи, Ирина Братан. Блин, И маме за слова. А самое огромное спасибо, наверное, нашей бабушке. Хотела дополнить, когда приезжала съемочная группа, ведь это не мы с Никитой приезжаем сюда к вам часто, и для нас все знакомо. Как она отреагировала на эту съемочную группу? Для потому нашей что бабушки, которая ведет такое огромное хозяйство, это и ателье, и мы видели в подвале, это и компот, и закатки, это огромный труд, и все это вот как бабушка восприняла съемочные дни. Сначала, когда мы сказали, что нас пригласили, она сказала: да вы что? А потом, когда мы ей сказали, что ее хотят немножечко поснимать, и будет репортаж, она говорит: Оксана Мария, я не хочу. Я же вам еще, когда вы первый клип снимали, сказала, что не нужно этого делать. Мы говорим: мама, ну вот, она сказала: ну для внука все, умру, но сделаю. В общем, она 2 дня готовилась, эта бедная женщина, она и убиралась, и готовила, ну это все ерунда. Она очень волновалась, она настолько переживала, как это все пройдет, что после съемок она еще 3 дня лежала с давлением, на что мы ей сказали: звездой становиться сложно. Да, И Никита Все, знает, бабушка как звезда. это. Нет, не знаю. Бабушка звезда, да, бабушка, она готовилась, как всегда, она готовила Никитины самые вкусные блюда: гюзлямяка, вырму, компотик. Поэтому Никитин. в съемочный процесс было очень вкусно кушать. Вот. Удивили гостей, да? Да. Удивили. Был еще момент такой, у меня дома в шкафу висят все Никитины вещи, они там все в футлярчиках, и нас попросили их привезти. И когда я привезла их домой к бабушке, бабушка была в шоке, что их так много. Вот их действительно оказалось очень много, к каждому празднику костюм. И она говорит: это же столько работы, это столько труда. Я говорю: это все вашими руками. Вот. Очень тепло было и на съемках репортажа, и вообще, что нашу бабушку увидели, это же такая память и для меня, для Никиты, для мужа. Для всей семьи. Для всех наших родственников. Нам звонили с Уренгоя, с Краснокаменска. Вообще люди говорят: сидим, смотрим телевизор, говорят: гость из Молдовы, и тут Никита Панаитов. Ну, что-то похож на кого-то. Некоторые вроде. говорили, сказали: так похож на Никиту. А это Никита оказалось, что это Никита, да. Ну, нам очень приятно. Нам тоже очень приятно, на самом деле, потому что только одно, что житель нашей маленькой Гагаузии, маленького села Бежгёз, да, с маминой поддержкой, с поддержкой родных и близких, бабушкиной поддержкой, да, то есть достигает таких высот, вершин, не побоюсь этого слова. Да, Никита, вот сейчас я прям вспомнила, мы с тобой записывали много программ, множество интервью, и в одном из первых ты сказал, что ты мечтаешь, ты хочешь стать известным. Получилось, получается. Надо стараться пусть еще, мечты надо. материализуются. Что для этого надо? Да. На самом деле еще работать и работать есть очень много времени. На этом мы заканчивать, конечно, не будем, потому что, Ну надо... нет, конечно, если ты уже вкусила вот эту атмосферу огромной студии, видеокамеры, То есть софиты, цель не да, просто то есть это уже попасть по-другому. куда-нибудь или вот один раз куда-то пройти. Нет, на самом деле работать и работать, чтобы звали еще куда-нибудь, чтобы мы еще где-то участвовали. Надо работать, потому что на одном заканчивать ни в коем случае нельзя. Вот, мы будем стараться, будем работать. Вот. Мне очень нравится, как Никита
воодушевленно, но спокойно вообще относится к тому, что он там был, понимает, что для того, чтобы было продолжение, Надо еще больше приходится много потрудиться. И я вот, чтобы очень хотела, вчера даже немножечко так думала, что бы я хотела сегодня сказать. Я бы хотела сказать сегодня родителям, и не только родителям, возможно, и просто детям, что если у них есть вот хоть какая-то маленькая мечта, что в этой жизни, по нашему опыту, действительно вот все возможно. Главное к этому идти, не обращая ни на кого внимания, конечно, слушая близких, когда они что-то советуют, и планомерно, каждый день, и обязательно все получится, обязательно. Ой, простите, прямо растрогалась. Мама растрогалась, потому что мама знает, какой ценой это все. Мама знает, Сколько насколько труда, нужна сколько всего. Никиты поддержка и другая еще. Вот, Никита, я тебе только желаю здоровья. Спасибо. А все остальное у тебя замечательная команда, с твоей командой у тебя все получится. Спасибо. Я знаю, что вы обязательно сейчас еще расскажете, как вы готовились лично, потому что, скажем так, если мы стараемся в наших программах наши беседы не сокращать, предоставлять зрителю возможность побольше услышать, узнать о наших гостях. На больших каналах беседы немножко сокращаются. Я знаю, что вы поехали туда не с пустыми руками. Я знаю, что вы долго готовились, у вас были сувениры, подарки. Это в программу, к сожалению, не вошло, но я бы хотела, чтобы вы сказали, и чтобы люди понимали, что вот с распростертыми руками вы туда поехали. Ну, в первую очередь, наша бабушка тоже захотела принять участие и оставить маленький подарочек на память Андрею Малахову. Она связала ему топики тепленькие. И Никита ему лично, и она успевает. И Никита подарил от нее эти топики с теплыми словами от бабушки. Также мы подарили огромный, красивый сусак. Он был такой большой. Символ наш, да, символ наш. И еще, главное, с нашим орнаментом, такой красивый, разукрашенный. Вот. А к нему подвигался маленький презент в виде того, что туда надо наполнить. Вот. В виде бутылочки молдавского вина. Как же можно поехать в Москву без молдавского вина? Да, наша визитная без нашего карточка. вина, да. Но самое интересное, что происходило с этим сусаком, он был огромный. Ты его, если поставишь в портфель будет вот так вот растянут в разные стороны. Вы его везли, упаковали? Мы думали, что делать, потому что если этот сусак окажется в чемодане, с ним может произойти все, что угодно. Замотали в плед, в пленку, еще в один плед, просто поставили отдельно в другую сумку, везли отдельно, Да, потому что боялись максимально. В общем, 1,5 часа ночью. Как бы вещи были сложены, мы были готовы, но у нас оставался, на столе стоял сусак, мы думали, что поместить его куда-то будет очень просто. Так вот, 1,5 часа мы не знали, как ему разместить. И в итоге я все равно потому смог это сделать. Потому что высота Довезли. сусака была гораздо больше чемодана, и он никак не помещался. Мы понимали, Да, что вручную кладь он не помещался совсем, потому что у нас была и длительная пересадка. В общем, Никита упаковал его в отдельную сумку. В общем, сусак путешествовал в отдельной сумке, доехал в целости и сохранности. Я думаю, всем Ничего было приятно. невозможного нет, да, Никита? Ничего невозможного. Мама, правда, смирилась, что, возможно, он как бы сломается, но я постарался максимально сильно, чтобы оно хорошо упаковалось. Вот. И оно доехало, все было хорошо. Я когда его раскрывал, это, пожалуйста, будь целый. Будь целым, да, не расстрой маму. Ну да. как же можно было на передачу и без подарков? Нам Ну, очень конечно. было приятно. Очень жаль, что передача имеет какой-то определенный формат, и в видео все не помещается. Там настолько, вот даже вот если не брать Никиту в расчет, на передаче было где-то около 15 участников. Каждая история была настолько, я была настолько тронута каждой историей каждого человека. Мы все такие разные, у каждого такие судьбы разные, и такие тяжелые ситуации бывают у людей. И я проплакала там всю передачу, пока сидела в студии. Мне очень понравилось, что все пели, когда пели участники, пели и зрители. Мне очень было приятно, когда весь зал стоял, когда Никита пел. И танцевал. Да, В шоке вообще. да, вообще незабываемые ощущения, незабываемые эмоции. Я думаю, что это не забудется никогда.
Хотя вот Никита, может, еще раз меня отведет в Москву. Да, Еще есть, раз на какой- есть планы? Ну, конечно, планы пока идти вперед, и потом уже все как-то случится. Если человек идет вперед, он добивается всего, чего он хочет. Главное работать, хотеть и желать этого. Вот. И в любой ситуации у тебя получится к этому прийти. Нет ничего невозможного. Мы вообще не ожидали такого, но вот просто берут, пишут в личные сообщения и давайте созвонимся, мы хотим вас пригласить. Вот так вот это все неожиданно. То есть нет никаких заявок, мы никуда ничего не подавали, просто взяли, написали. Ну, И это отлично. просто так, ну не верится в это, что вот так хопа, это как вам пришло... Как сон. Никит, Да. на протяжении этих лет ты на самом деле, ты, наверное, даже еще, может, даже не все осознаешь, насколько это огромный труд. Вот ты, наверное, даже, может быть, ты даже не успеваешь задумываться о том, что каждый день это новый шаг, это новое достижение. Каждый раз вы принимали участие не раз в конкурсах различных, международных, ты становился призером, выезжали онлайн. Каждый раз, еще раз говорю, новая песня, новый клип. У тебя же 2 альбома, у тебя около 30 клипов, насколько я знаю. То есть это на самом деле всего сколько лет? Это за какие годы? Это с 17-го года, 6 лет. 6 лет, да? Да. Но ну, смотрите, да. если так разделить, 6 лет это первые года мы учились, выступали где-то. Вы прощупывали Да. пока, Два- да, где ты два- можешь больше себя 2 реализовать. альбома были написаны за 2 года. Вот, То есть за 2 года уже там я помню, даже Очень-очень. второй альбом мы написали 14 песен за год. Это была очень большая работа. И я даже удивилась, как, вот одну иногда сложно, а тут мы даже умудрились чуть побольше. это Но даже вот, не одну в месяц, это но это благодаря и Никите, и мне, и благодаря слаженности нашей работы, потому что каждый член нашей команды, команда получилась очень сильная. И Ольга Ивогла, и Федор Гайдаржи, и Валентин, и Ириша Братан, и Аринка, и девочки, дочки. Это каждый приносил какие-то свои идеи, и когда каждый занимается своим делом, вот я, например, я написать и по организации. Мне дали задачу, я быстро организовываю, Ира быстро продумывает, в чем Никита, как Никита, что он делает. Каждый знает точно, чем он занимается. Да, оператор А знает, Никита что он реализует снимает. все эти... То есть стараюсь. Работаем. мы всегда работаем по сценарию, мы никогда не работаем лишь бы. То есть снимать так прямо до мелочей. Даже Никита недавно, когда записывал на 2 канал свой клип, он тоже знал, что снимать. И Я пытался выстроить эту картинку, вот что ты чувствуешь. Мама меня корректировала. Мама говорила, вот есть вот такая идея, вот так вот можно. Это надо договориться, чтобы это сделать, потому что, когда я снимал свой клип, мне нужна была телега вместе с лошадью, потому что, такого больше нигде не было. Вот там, где это обычно выпускается, по какой тематике. А тут, опа, я на коне, опа, и как-то надо было все организовать. Мама тоже помогала находить, что в общем, где, я когда. поняла, что ученик уже немножечко превзошел своего учителя. Неправда. И иногда уже учит учителя. Ну, Поэтому, слава есть богу, к чему дети стремиться. растут. Да. Можно сказать, это залог успеха, старание, Работать, труд, старание, работа, любовь да, к этому. любовь. Если нет любви, тоже вряд ли что-то получится. Вот это все факторы должны быть в одном. Потому что если ты не любишь, чем ты занимаешься, у тебя вряд ли там что-то получится. Вот, надо заниматься тем, что нравится, приносит удовольствие. Когда приносит удовольствие, легче работать. Вот. Как-то. Да, мы этим вот так. живем, и нам это действительно... Я даже не делаем представляю, это с если бы удовольствием этого от не души. было, что бы было тогда. Вообще. А Вот я, не представляю. я не представляю тебя просто лежащим на диване и Такое думать, обычно приходится что же еще лежащим мне, на диване, на какой который- бок перевернуться или что-то. Ты просто трудолюбивый, ты просто целеустремленный, пусть так и будет. И Если на пусть, диване, да, то только уже сразу сонный. Приходишь, оп, и упал. и Всё, сразу, спать. да. Ну что, я желаю вам только удачи, успеха в вашем творческом пути, Спасибо. хорошей команды, она у вас есть, слаженная, чтобы вы были все
все здоровы, чтобы вы радовали себя вот таким гигантским, мощным здоровьем. И бабушки, и ты, Никита, обязательно, да, только держаться, только вперед. Не знаю, поделитесь планами своими или тоже будет некий секрет еще, над чем работаете? Мы будем- Все-таки конец года. Мы будем работать пока что скрытно. Мы планируем, мы останавливаться не будем. Да, у нас сейчас как бы темпчик чуть-чуть замялся. У меня экзамены в школе, у меня экзамены в музыкальной школе, у меня там другая работка. Вот. А здесь еще надо песни записывать. Мама на год вперед уже придумывала, осталось только записывать, получается. Вот. Ну так что будем работать, будем стараться. А мы будем ждать. Да, будет. Спасибо. Да, Оксана. Хотела бы еще раз поблагодарить всех, кто нас слушает, кто в нас верит, кто в нас абсолютно каждый раз поддерживает. Я была очень удивлена таким количеством отзывов. И вот каждому дай Бог здоровья. Спасибо вам. Вам просто я желаю неиссякаемой энергии. Пусть все у Спасибо, вас взаимно. получается. Мы будем только рады вновь и вновь видеть вас в нашей студии и в больших студиях на разных каналах, правда. Я этого вам желаю. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях были известные личности. Никита Панаитов и Оксана Панаитова. Спасибо Спасибо большое. большое. Хорошего дня. Доброго. Всего доброго. Всем Всего всего доброго. хорошего.